вечер, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина. Я занимаюсь в театральной студии РЭМ при Эжвинском центре комикультуры. Из последних мною прочитанных произведений самое сильное впечатление произвел роман Александра Клейна «Дитя смерти». Это невыдуманный роман, и все герои, все имена в романе – это настоящие люди. Книга понравилась мне тем, что она написана очень таким живым языком, читается вообще на одном дыхании. Автор книги Александр Клейн, его настоящее имя Рафаил Соломонович Клейн. То есть он еврей, родился в Киеве, в семье врачей, учился на актерском факультете в Ленинградском институте, в театральном. И оттуда он ушел на фронт и попал в плен. То есть практически всю войну он был в плену у немцев. Удалось ему удачно сбежать из плена, но ему присудили 20 лет каторжных работ. То есть меня поразило то, что в плену у немцев в каких-то моментах ему было легче. То есть немцы, не все из немцев были фашистами. То есть там тоже были люди, которые понимали его. После того, как он спас там очень многим жизни, очень много, то есть не предал свою страну, да, он даже свою форму не сменил на немецкую. Ему присуждают 20 лет каторжных работ. То есть вот это вот никак в моей голове не укладывалось. Если бы книга попала ко мне намного раньше, я бы с удовольствием познакомилась с автором, потому что она очень такое впечатление на меня произвела. И было интересно то, что это был вот человек, да, который жил в Сыктывкаре, преподавал в колледже искусств, да, актерское мастерство. То есть он после лагеря продолжил свое вот это актерское, да, преподавание, вот это все, даже защитил диссертацию докторскую. Я сразу же залезла в интернет и думаю, это было во время войны, возможно, он очень уже такого преклонного возраста, но вдруг он еще жив, и я смогу с ним встретиться, но, к сожалению, мне уже это не удалось.